Ну все, пошли осваивать новые территории. Фу, друзья, немножко употел, но дело сделано. Где-то протоптал еще около километра. Но не стал повторять прошлых ошибок. Сначала прошелся на лыжах. Где-то сыро, где-то не очень. Река подсохла немножко, но вот внутри, вот как мы видим, все равно воды много еще. Воды много, но прошелся на лыжах, в принципе, по верху немножко вот эта корочка держит. Пешком идешь, проваливаешься как бы. Вот наши волчары прошли. Все-таки их двое, вон. Раз, два. Два следа шли рядышком. Или четверо след, не знаю. Они тоже ведь хитрят. В общем, доехал до уловистого места. Здесь я бывало ловил. И неплохо. Попробуем. До темноты пробуримся. Ну а если что, завтра уже эта буранка подстынет. И да, в принципе, можно сегодня уже. Вон я проехал с корытом уже. Никуда не утонул, ничего. Поехали. Поехали буриться. Посмотрим, что нам новое место даст. Так, ну что, 3 луночки готово. Лед здесь сырой, но он есть. Трехслойный. Самый волнительный. Первый заброс, от него все зависит. Бывает, хариус бьет сразу. Буквально по 2-3 заброса по 10 секунд. Проверяю, потом оставляю удочки в лунках и иду обуривать уж полностью участок. Если хариус здесь рядом стоит, он в принципе должен ударить сразу. Ну что-то пока не видать. Камеру доставать не буду, потому что уже темнеет, времени нет. Надо сейчас по-быстрому пробуриться и проверить, есть здесь рыба или нет. Когда приходил за буксом, спросил у Саньки, как дела. Сказал, что нормально. Спросил, клюет? Он говорит, клюет. Говорю, ну хорошо, лови. Я пошел осваивать новые территории. Так, оставляем удочки. Ловись, рыбка малая велика. Сейчас закину вторую и пойду буриться. Несмотря на то, что под снегом вода, сегодня ходить уже намного комфортнее. Немножко подсохло и как бы еле-еле заметная корочка образовалась. Пешком хоть и проваливаешься, но на лыжах и на буксе уже ездить можно. День пролетел быстро. Ничего страшного, у нас завтра целый день. Рано сегодня просыпаться не стали, потому что вчера легли поздно. Решили себя не насиловать. Все-таки мы сюда приехали не за рыбой, а на рыбалку. А на рыбалке надо отдыхать. Поймали рыбки немножко, и то хорошо. Все, нету. Ну нет так нет. Сейчас снимаю куртку и просто обуриваю этот поворот. Здесь бывало неплохо клевало. Былые времена. Так, ну что, друзья, новое место, к сожалению, пока ничего не дало. Пробурил вот десяток лунок, проверил, ни одной поклевки. В общем, утро вечером мудренее. Поеду обратно. Посмотрю, что там, как дела у Сашки. Соберемся и поедем. Надо в избу, надо готовиться. Надо лечь пораньше сегодня спать, не так, как вчера, чтобы завтра с утра пораньше встать. Как-то вот так. Ну что, все, погнали. На сегодня хватит. Итак, мы уже в избе.
Съемки не велись. По пути, как сюда ехали, вот завалены березы. Что от снега упало на речку. Пропилили, привезли дров сырых березовых. И пойдемте, все-таки мы сегодня даже не подводили итоги за сегодняшний день, потому что по той причине, что температура за бортом у нас всего -4, рыба по ките не замерзнет. Мы придумали вот такой выход, жестянку такую положили и выложили. Я так думаю, все равно она немножко схватится, замерзнет. Вот сегодня у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 хорюзов. Самый крупный. Кто поймал его? Ты. Остальное кто поймал? Остальное я. Ну, примерно так и получилось сегодня. Не, почему? Парочку-то, наверное, еще выдернул. А, нет, ты не выдернул, это так. Да? Угу. В общем, вот такой улов сегодня у нас. Отмазка, что это день заезда, не пройдет. День заезда был вчера, но по большому счету это день заезда. Приехали вчера поздно, вы сами все видели. Легли поздно, проснулись поздно. Но ничего, зато мы убедились, что там, где мы рыбачили, думали, что не клюет, рыбы нет. Где она была, там мы ее поймали. Пробились, протоптали новое место, так что завтра у нас будет где порыбачить, посмотрим, изведаем, разведаем новые места. Ну а теперь у нас самые приятные, это вечерний ужин. Обед сегодня был так-сяк. Завтрака вообще, можно считать, не было. Перекусили так слегонца, только чайковскую попили. Пойдемте ужинать. Пушечки. Светло, как дома. Так, идет последнее приготовление. Супец мы уже подогрели. Курицу подогрели. И разогреваем плов. Да-да, друзья. Не смотрите, что здесь видно макароны. Это реально плов. И сейчас мы вам все расскажем. Мы сядем кушать и все расскажем. Ну вот и наступает самый приятный момент. Блин, нравится мне вот этот ужин. Ну, рыбалка рыбалкой. Но вот это ведь тоже все рыбалка. Все, кончилось. Больше нету. Все. А где? Допинали. Все. Итак, сегодня у нас на ужин борщ, курица из 90-х, плов из макарон и пампушечки с чесноком. Ну как, не с чесноком, но в общем, рецепт всех этих блюд я взял с YouTube канала «В гостях у Марьяши». Есть такой интересный канал, канал молодой, я нашел его недавно, совершенно случайно. Ну как совершенно случайно? В общем, через нашу общую знакомую, получается, нашел. Зашел на канал, женщина готовит блюдо. Вот, именно вот плов из макарон, я так думаю. Что за плов из макарон? Раз, и отправить, супруге отправил. Потом курица из 90-х. Думаю, курица и курица. Что, как можно делать курицу? И тоже отправил. Потом пампушки с чесноком. Хорошо, говорит, идут к борщу. Я пампушки отправляю. Валя такая, а что, говорит, ты мне все отправляешь? Я говорю, я хочу, чтобы ты мне в лес, в избу, приготовил эти блюда. А ты больше, говорит, ничего не хочешь, говорит, ты не зажрался ли? Говорю, ну приготовить что, тебе трудно, что ли? Я говорю, ну вот тут все, ну, описание, сколько, в каких пропорциях. В общем, в день отъезда вчера супруга мне приготовила борщ по моей просьбе, пампушечки с чесноком, курицу из 90-х и плов из макарон. Генка кушает такой. Плов из... Бабушка звонит. Ну что, Гена, делал? Мы кушали. Говорит, что кушали? Плов из макарон, говорит, с макаронами плов. Она говорит, чего? Плов с макаронами. Ну, мама какой-то, говорит, плов сварила с макаронами. И что, говорит, вкусно? Вкусно, говорит, очень вкусно. А еще бы там свинина. В общем, кому интересно рецепты этих блюд, заходите на канал «В гостях у Марьяши». Ссылочку оставляю.
вот прямо здесь, в правом верхнем углу. И посмотрите, все доступно, все просто и все просто очень вкусно. Автора канала зовут Марьяна. В общем, заходите, и вы сами все увидите. Так, ну а мы, сейчас Саня тоже будет впервые пробовать произведение искусства, вот это, все, что приготовлено по рецепту Марьяши, но руками Валюши. Как-то вот так. Ну что, приступаем. День прошел, день пролетел. Ну, неплохо. День прошел не зря. Моль проснулась. Сколько их, блин. Моль А что проснулась. они жрут, где? Я понять не могу. Где-то, наверное, на матрасах. Так, минус 3,9, даже теплее, чем минус 4. Весна, скоро весна. Будем? Давай, давай. Вы хоть придержите, чтобы она не упала. Да. Крепка наша оборона. Да. Пампушки с чесноком. Все по рецепту. Единственное, там по рецепту мука высшего сорта. Мы взяли муку первого сорта, потому что думаю, ну, это же не булочка, ну, с борщом-то кушать. Единственное, мы вот взяли аромат вот сейчас такой, знаешь, вот в Магните это продают, да, вот эти пампушки с чесноком. Вот они специально так делают, чтобы голодный человек, когда шел рядом с этим прилавком, специально купил. А запах такой идет, да, чесночный вот. Так что спасибо Марьяне, Марьяше. Все очень вкусно. Все получилось, главное, с первого раза, потому что все по рецепту. Да кушать хочется. Угу. Аппетитно гуляли сегодня. А вот этот плов. В общем, как я смотрел, берет макароны, обжаривает в сливочном масле. Ну, в общем, это надо смотреть. И вот получается, в принципе, очень-очень вкусно. Курица из 90-х, это почему так называется? Потому что раньше в 90-х не было вот это, как сейчас, пищевая фольга, туда-сюда, пакеты вот эти все. Ничего ж такого не было. Все делалось просто. Ну, не знаю, мне это готовить некогда, конечно. Хотя, Саш, я в 90-х сам хлеб пек, сам готовил, считай, где-то матушка болела, мы с отцом вдвоем жили, считай. 2 коровы было, я 2 коров доил, то иногда же даже 3 коровы было. 2 коровы, 2 бычка и 2 теленка, ну, получается, 6 штук в хлеву было. Это сколько воды надо было притаскать. Каждый день 200-литровую бочку я таскал. А у вас там далеко за водой ходить, да? На колонку ходили. О, да у вас вообще далеко ходить. По 2 фляги и... Кажется, вроде близко, а там же круг делаешь такой. Корыто, да, по 2 фляги и это, воды натаскать. Навоз увезти, это если каждый день вывозить, это где-то около 3 корыт в среднем. Каждый день, если выносить, это 3 полных корыта навоза. А если ты день пропустил, это все, это просто вот такая куча. Я знаю. И в поте лица вот это, 3 они еще надышь, там жара такая, как вспомню, блин. На дискотеку надо идти, ты в хлево, тебя пахнет там за километр. Да. А ничего. Бывало так, что даже с дискотеки толпой ходили, там кто-то помогает одну корову доить, кто-то вторую доили, нормально. Ну и что? То пацаны, то девчонки там. Я сам коров доил так. Я говорю, я тоже думал сначала не получится, а потом очень даже получается. Хлеб 3 булки нам хватало на 2 дня с отцом вдвоем. Суп сварю, бадью такую большую, тоже хватало дня на 3, наверное. А отец на работе был? Ну, отец уже был на пенсии. Ага.
то время не работал. Ну, отец есть отец, он если сварит, там он может перловку кинуть и туда, скажем, кусок, ну это желудок, знаешь, кишкарушку-то это все. Туда хлоп, отварит, и потом еще перловки. У меня, говорит, и суп, и каша в одном флаконе, Да, говорит. да. Не разбирался человек. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, съедобно было, вкусно и, главное, сытно. Очень нормально все было. Ну, это нет-то. Валентина Васильевна, все вкусно. Даже с дымком. Прикольно, да? Но, в общем, решили не зажигать газовую плиту. Запихали сковородку в печку. А печка у нас получается только на углях. Вот сунули 2 березки, получается, чисто шается. Потом достали. Ну, долго-долго греется, потом все-таки решили. А запах дыма зато остался. И такой прикольный вкус получился тоже. Так. Ну что, попробуем курицу из 90-х. Раскройся, красотка. Надо было разломать ее. Да так по чуть-чуть чипать будем, да все. Вкусно. Спасибо, Валентина Васильевна. Все очень вкусно. Сегодня у нас вообще шикарный ужин. Между первой и второй. И второй, и второй. Между первой и второй ты покушать не успеешь. А тебе надо сходить за тряпкой. Вон за той. А какой? Ну, там в углу висит тряпка. И руки вытирать. В клетку, рыбачка. Да. А, это уже не рубашка. Это уже... Камеру не уронить. Это уже просто руки можно вытирать. Ну, в прошлый раз первый день поймали 4, да? Сейчас 12. Это второй Так день. мы сегодня, считай, на 3 местах рыбачили. Рыбы нет, видишь? Рыбы нету. Кстати, камера. Где есть, там он сразу берет. Угу. Я сегодня вот таких вот, я не знаю, с десяток это точно выкинул. С десяток. Прохожу с камерой, вижу, плывет. Кстати, Хариус зашевелился. Пиявок уже нет, и он не стоит на месте. На яме с пиявками я вытащил. Была, Ну это да? на яме, это на яме. А на этом-то, уже на плесе, на камнях-то там уже и нету их. И рыба не стоит, рыба уже идет. Я, главное, только замечаю, проплываю, там стайки даже по 5 штук были, вот видел. Я не знаю, засняла ли камера вот эта Калипсо. Если получилось, в принципе, видно было, если я все правильно сделал, должна получиться съемка, то я обязательно вставлю это в кадр. Понравилось?
самый главный плюс в ней, то, что она компактная, вон. Можно Да. в карман сунуть и Да, все. я говорю, то, что вот она хорошо, не это чемоданище. Она маленькая, хорошо видно в ней, да? Прикольно. Четко все, да. Вот Да. у меня вот то, что было. Что ее прикольно, я тебе тогда что и говорил. В карман сунул ее и пошел. Мгм. А с этим чемоданом вот и удочки возьми, или добор возьми, и это возьми. И в руки-то все не влазит. И насчет заряда, смотри, сегодня целый день пользовался. А, Но да, сегодня вот. тепло. И хватило на, получается, сколько лунок мы посмотрели? Лунок 150 как минимум посмотрели, наверное. Конечно, посмотрели. Конечно, там посмотрели, на яме, потом на плесе, потом туда уехал, ты ушел сюда. Ты сколько там разбурил, сколько я разбурил, ты все проверил. Все проверил, да. Главное, где только там раз. Саня, иди, Саня. И что? Не, нормально. Не, Зато видишь, я говорю, ты где увидал, я сразу раз туда, и раз, оттуда вытащил уже парочку. главное экономить время. То есть ты уже впустую не бегаешь туда-сюда. Там нету, а ты все пытаешься поймать, да? Я понимаю, он стоит, да, и не берет. Тогда стоишь на месте, получается, и пробуешь его разловить. А если ты посмотрел, и там нету, что смысл там? Все, идешь, едешь искать. Я так вот. Мне кажется, очень интересно будет на озере с плотвой, вот, прикормочкой вот поставить. Потому что интересно, я так думаю, была бы съемка. Вон на пальце большом. На пальце большом. Видишь, охотник, да. Где-то она откуда вылетает. Надо просто заметить откуда и там потрошить что-то. Мне кажется, ничего их нету нигде. где-то или войлок лежит, или ватное одеяло. Они на натуральном. На химии они не живут. Да них там жрать-то что на химии-то? Мгм. Плед, наверное, вот наш, они вот, вон, видишь, плед висит, который. Оранжевый, Да. Вот, скорее всего, они вот эти плеты едят. А, он-то ведь натуральный плед. может быть. Может его тронуть, посмотреть где-то, встряхнуть что-то. Ну, вчера стелились, и ничего не было, да, правильно? Вчера легли спать, ну, рано спать. Ну, во-первых, мы ужинали-то во сколько, да, уже в час или два, не В помню. 2 часа. 2 часа ужинали. В общем, нечего скрывать, до 5 мы ужинали. Или завтракали. Ну, ужин перешел плавно в завтрак, получается. Ну и поспали мы 4 часа. Все равно. Меньше. Я еще лег еще кино посмотреть загруженное. Правда, полфильма посмотрел, потом уснул. Телефон так и хорошо, что он дальше не показывал. И ничего. Как ни крути, день заезда есть день заезда. Все равно это надо за приезд, это все такое. Не надо нарушать традиции. Иначе вообще, как мне кто-то написал, уехать с рыбалки без рыбы это не зазорно. Типа, ничего страшного. Но не выпить привезенный рыбацкий напиток, это уже никуда не годится. То есть ты должен, а у меня сколько раз так было, когда один я, ну, возьму с запасом для гостей, для друзей, там, а потом получается, что я там, по 2-3 стопки там максимум, по половиночке. И остается, и я, да что говорить, ты сам знаешь, я там спрятал, Конечно. там спрятал, потом приходит компания, все закончилось, ах, было бы еще маханули. Мне вот под той елочкой вроде бы есть рыбацкий напиток, раз, сбегали. Пойдет, сходит. Минут 5 нету его. Нет, я только потом указывал уже, вот там. А, ну это потом, а сперва сам Да. сходишь, сходишь. Первый раз-то. Первую я только в чердаке взял, которая здесь, а потом куда-то вроде вот под ту елочку кидал. Пошли, попинали ногами. Есть, ура! Раньше Весело было. Почему-то народу много. Техники не было, ходили пешком на лыжах, Раньше, и народ да, ходил. раньше толпой Теперь ходили. вообще обленились все. И техника все есть, и никто не ездит. Удивительно, да никто Здесь никого никто не приезжал в беседу. Как-то так-то, блин. По речке никто не ездит. Да. Никого не Просто слышно. рядом с поселком, наверное, на Печорино мыло ловят. Рядом с поселком где-то ловят, значит клюет. Или до того же народ обленился, то что. Ну, вчера вот заходил в магазин ну, за опарышами-то. И мужик там покупал что-то, не обращал внимания, неважно. Говорит, налимы, говорит, не ловятся. Так это, я говорю, так я еще про себя думаю, да, конечно, не ловится. А на удочку, говорит, я еще не пробовал. Ну, типа, говорит, рано еще. Я так про себя думаю, так какую рано, так уже, говорит, пора вроде начинать. Уже должно. Но все, уже все шевельнулось, мне кажется. Тепло так.
3,9 градуса на улице. Заметил, да? Сколько дырок появилось в портале. Да. Уже опасно. Но мне нравится то, что подсушило. Видела, сегодня уже рядом с буранкой проехал, уже держит. Угу. Почему не макароны с мясом, а плов с макарон? Потому что он готовится как плов. Понимаешь? А вот смотрел, там макароны, мясо, водой заливается, эта вода выпаривается, и вот это все остается. А до этого вот эти макароны жарят сухими. Ну. Прикольно. Что, вкусно ведь получилось? Да. Курица из 90-х. В 90-х таких кур не было, там все синие были. В 90-х магнитовских кур не было. Я стараюсь курицу не покупать. Вообще редко, когда покупаю курицу, по идее. Потому что мне не нравится. Мне кажется, такой запах от них. Лекарством. Не знаю. С охотки. Не, вот я говорю, вот с охотки-то еще, ну, со специями еще сделаешь, да скушаешь. Я как бы, у меня дома есть дичь, вот утка, да, боровая. Ну, сейчас вот в последнее время тоже меньше вот это. Все как бы есть. Ну, у нас вот день рождения или какой-то праздник. А это уже Валентина, все в духовочке, курицу. А у меня, наверное, из дичи, наверное, один пакет и остался, наверное, там. Ну, я же, порубленный же у меня. Наверное, один пакетик и остался, когда я в этот в Тимошборта ездил. Я говорю, раньше брал 5 глухарей, допустим, 10 косачей, да, лицензию, вот это все. Потом, ну, не использую, они, получается, это. Платить плачу. И 3 года уже беру 2 глухаря, 5 косачей, как бы, на всякий случай, как бы, беру. И там, когда там косачака, ну, когда парочку, а глухарей я, наверное, уже года 3-то, наверное, точно уже не добывал. Потому что некогда. Завтра можно будет аккуратно попробовать дальше пробиться. Но пешком тяжело, долго, потеешь. Просто аккуратно ехать на буксе, скажем, с лыжами. Но тоже, если сядешь или урюхаешься полынью какой-то, тоже Ну, естественно, как ты хотел. посмотрим. Просто я не буду сидеть, груза у тебя не будет. Нет, я-то, естественно, один поеду. Да, я прикинь говорю. Ну, если ты врюхаешься, ты раз, ты уже понял, что ты врюхался. Тебе тихонько назад, 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 назад. И разворачиваться. И все. А больше никак. А иначе, чем дальше, тем страшнее. Посмотрим. Там, в принципе, еще остался 2 переката, и мы уже будем на... Да. А там уже рыбачат. А там уже накатано. Хотя тоже нежелательно, да? Это, делать этот перешеек. Если соединиться, получается, народ туда-сюда будет. Ну, давай не будем соединяться. Оставим с полкилометра. А как ты узнаешь сам? А, доехал 10 метров, да? Блин, я развернулся. А не знаю, может. Если по прямой там видно. А, как ты увидишь? Сейчас снегом все засыпало. Не. Мне кажется, вот там вот этот перекат, где 2 кочки-то по центру-то идут. Вот Ну, это. до них доехали и все. Скорее всего, да. Может, там долго не замерзает. Там вот это как раз узко. Скорее всего. А может быть, до туда доехали, да? Я говорю, народ обленился уже, им пофиг все, блин. Раньше, как помню, ты приедешь, что лет 5 назад даже хотя бы. И видели, то все истоптано, все изъезжено, да? Надо будет еще. Буранами, не буранами, там, снегоходами. А сейчас, смотрю. Будет видно.
Так ну что, день кончился. Люди работают, деньги зарабатывают. Некогда за рыбой ездить. Ужинаем. Кино-то сегодня посмотрим. Сейчас выключи, да поставь. Досмотрим фильм сегодня. Все-таки решил скачать. А то память телефона там 128 гигов, а ничего не качаю. В общем, 3,9, видишь, как четко все держится. Она туда-сюда прыгает. М? Туда-сюда прыгает. 4, 3,9, 4, 3,9. Время без 10:07. Я так думаю, сегодня часиков 9-10 уже отбой. Завтра часиков 5 подъем. Что-то рано. Нормально. Пока встанем, пока позавтракаем. Тудым-сюдым. Да, Пока мы с выйдем. тобой-то толком-то и не завтракаем. Чем мы чай попили, да да. поехали. В общем, до завтра. Завтра будет день, будет пища. Да. А сегодня у нас праздник живота. Не стесняйтесь. Заходите на канал В гостях у Марьяши. Посмотрите. Все вкусно. Все просто. И все по-нашему, по-деревенскому, по-простому, да. Ну а на сегодня все. Всем до завтра. Увидимся завтра.